Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия, и сегодня мы будем делать расклад еженедельный для дам, цыганский, на недельку с 9 по 15 марта. Как обычно, перед вами три варианта: цифры 1, 2 или 3, либо дама, бубновая, трефовая, червовая. Вам нужно выбрать свою. Здесь нужно интуитивно, кому больше вас потянет, какую даму больше захочется выбрать, той дамой вы на этой недельке и будете. Как обычно, все новинки в описании к этому видео в инфоблоке. Обращайте внимание. И переходим к варианту номер 1. Итак, вариант номер 1. Смотрим вас. И заходите в эту недельку. В ранней дороге у вас были какие-то свидания, переговоры, связанные с работой, либо с какими-то бизнес-проектами, может быть, денежные какие-то переговоры, встречи. Либо это были не face-to-face переговоры, а именно созванивались, либо какие-то финансовые документы изучали, проверяли. Также, смотрите, был у вас разговор достаточно эмоциональный, опять же, за интерес, связанный с работой, с какой-то социальной, творческой жизнью. Такой деловой интерес. Были у вас разговоры, и, видимо, эти разговоры, опять же, касались денег, и такие, очень вам важен был этот разговор. И также какую-то вы новость получили, либо новость не такая, как вы ждали, как вы хотели, как вы надеялись. И некий казенный король тоже был в вашем окружении. Итак, дамы, первый вариант. И партнером я вам назначила короля трефового. Но, судя по всему раскладу, его карта бланка здесь не выпала. Значит, на этой недельке вы будете меньше всего заниматься именно делами, связанными с вашим партнером, но его линию так мы все равно просмотрим. Она будет такой тонкой линией по всему раскладу у нас тянуться. Итак, на сердце у вас вы содержите себя, под сердцем какие-то хлопоты, связанные с работой. В голове у вас вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Во-первых, для себя лично, а во-вторых, этот интерес может касаться каких-то крупных денег. И так, чтобы видна была карта. И каких-то важных для вас финансовых бумаг. Но почему-то вы злитесь и раздражаетесь на это все дело. Вот, видимо, получается все не так, как вы хотели. В ногах у вас в ранней дороге было какое-то свидание, достаточно эмоциональное. Свидание, связанное, опять же, с работой, с какими-то деловыми вопросами. И, скорее всего, здесь вот как раз-таки были разговоры, переговоры, и они удались, вы более или менее были довольны. Также, смотрите, у нас выпал червовый король. Кто этот червовый король? Решать вам. Если это третье лицо в отношениях, то это может быть он. И если такового нет, то это может быть кто угодно. Друг, коллега по работе, брат, сват, какой-нибудь адвокат, нотариус и так далее и тому подобное. Также смотрите, в ранней дороге, опять же, в деловой ранней дороге, у вас было свидание и разговор с этим самым королем червовым. Либо просто, смотрите, тут была дорога какая-то будничная, деловая, да, ежедневная ваша, и параллельно с этим было свидание и разговор с королем червовым. Прошлое что было? Этот самый король червовый, свидание с ним, опять же, связанное с работой, с какими-то деловыми вопросами, делами. И этот король червовый к вам со своими любезностями. Также вы очень злились, раздражались на себя, на свои желания. И, скорее всего, какие-то ваши ожидания просто не оправдались. Также, смотрите, если вы занимаетесь практикой эзотерикой, какими-нибудь, может, энергетическими практиками, то здесь вполне могло быть такое в прошлом. Что-то вы творили, чудили, занимались, видимо, прокачкой энергии, если таковым вы занимаетесь. Также вы получили какие-то новости через хлопоты короля червового. Что будет? Король червовый собственной персоной
в ранней дороге, и в ранней дороге какой-то деловой дом, ну, связанный с вашими рабочими вопросами, деловыми какими-то моментами, вашими планами, проектами и так далее. Также опять тут интерес, связанный с работой, и там вот был какой-то неприятный, нелегкий, тяжелый такой был разговор. И опять же разговор по работе будет либо в поздней дороге, либо за дальнейшее ваше будущее. То есть будете строить планы дальше, планировать, анализировать, видимо, какие-то стратегии разрабатывать, связанные с работой. И смотрите, давайте теперь просмотрим вот эту тонкую линию вашего партнера. Да, он здесь, его карта бланка не выпала, но давайте все-таки его масть, да, трифовую масть рассмотрим. Под сердцем, получается, вы содержите хлопоты своего короля. Было у вас в прошлом свидание с вашим партнером. Ну, свидание было такое достаточно эмоциональное и довольно-таки приятное. В ранней дороге был ваш партнер король трифовый. Также ваш партнер к вам со своим интересом. И через его интерес был какой-то разговор, ну, такой достаточно неприятный. А также в будущем будет разговор, прошу прощения, не был, а будет вот здесь разговор неприятный. Также король трифовый собственной персоной в будущем и со своим домом к вам. И будет у вас с ним также разговор, связанный с будущим, либо с дальней дорогой, либо просто этот самый разговор будет в конце недельки. Смотрите, и здесь разговор, и здесь разговор. Что-то, видимо, вы серьезное обсуждаете, планируете с вашим партнером. И основная линия недельки выпала. Смотрите, ваши чаяния и надежды, ваши хлопоты, но все это пустое. То есть ваши надежды и хлопоты, они, к сожалению, не оправдаются. И червовый король к вам со своим интересом. Вот такая выпала у вас неделька. Смотрим дальше. Итак, для вас ваши хлопоты и интерес, связанный с работой, с деловыми вопросами, и также, конечно же, свидание и интерес вашего партнера короля трифового. Для дома большой какой-то крупный разговор у вас будет за будущее, либо за дальнюю дорогу, либо к концу недельки. В общем-то, разговор будет в вашем доме через либо за ваш интерес. И также вполне возможно, что в дом будет поступление каких-то крупных сумм денежных. На сердце вы содержите хлопоты червового короля и разговор с червовым королем. Также здесь у вас на сердце, конечно же, деловые вопросы, работа, какие-то ваши проекты, какие-то новые начинания, связанные с работой, с проектами. И, конечно же, разговор и ваш партнер король трифовый тоже на сердце у вас. Что было? Были ваши чаяния и надежды, на что-то вы надеялись, прям ожидали, ждали реализации некой, но не свершилось, пусто идет. Не получилось. Что будет? Будет у вас разговор с королем червовым в ранней дороге. И также здесь идет дорога рабочая, деловая, плюс ваш партнер король трифовый тоже в ранней дороге. На пороге что будет вот-вот? Получите какую-то новость от червового короля через его любезности. И новость эта будет связана опять же с королем червовым, с его интересом. Либо через его интерес, но в любом случае, в общем-то, новости от этого некого короля червового. Успокаивайтесь вы деловыми хлопотами и, конечно, хлопотами вашего партнера короля трифового. Вот такой у нас вышел вариант номер 1. Дорогие мои единички, я вам желаю всего самого, конечно, наилучшего. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, полной любви, взаимопонимания и гармонии. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю и прощаюсь. Перехожу к двоечкам. Двоечки, смотрим вас. Партнером я вам назначила короля бубнового. И заходите вы в период со своими чаяниями и надеждами, связанными с эмоциями, с переживаниями, именно вот с такими внутренними, да, либо связанными с любовью, с каким-то интересом, связанным с личной жизнью, с некими эмоциями. Также беспокоит вас ваше будущее, ваша дальняя дорога. И также здесь была какая-то довольно-таки приятная дорога, может быть, даже денежная дорога. Ну, в общем,
такая положительная, хорошая дорога тоже была. Также у вас был разговор, но разговор пустой, за деньги, за финансы. И вы были к этому разговору с интересом, но результата того, который вы ожидали, который вы хотели, вы не получили. Итак, на сердце у вас какая-то дальняя дорога, под сердцем некая червовая дама. Это может быть кто угодно, подруга, сестра, мама, бабушка, коллега по работе и так далее и тому подобное. А если, например, вы подозреваете, что в ваших отношениях есть третья сторона, соперница, грубо говоря, да, то это вполне может быть она. Но здесь такой нюанс, об этом нужно знать наверняка. В голове у вас собственные хлопоты, чаяния и надежда червовой дамы и ваш дом. В ногах у вас злость на даму червовую и интерес к даме червовой. Но смотрите, здесь, скорее всего, интерес у вас к даме червовой, потому что она занимается некими практиками, эзотерикой, энергетическими практиками, какими-то, может быть, рейки, может быть, это какие-то духовные работы, которые она проводит, медитации. Получили вы в ранней дороге какой-то интерес за все это дело, если вы увлекаетесь эзотерикой. Если ничего такого нет, то здесь злость на червовую даму и ваш собственный интерес. Что было? В прошлом некий казенный король, с ним у вас был какой-то разговор, неприятный разговор за деньги мог быть разговор. И также здесь любезности вашего короля Бубнового, тоже вашего партнера. И также мог быть с ним тоже разговор довольно-таки неприятный. Также получили какие-то новости в прошлом и за эти новости переживали, прям родили. Может быть, это были просто неприятные, некрасивые новости, которые заставили вас попереживать, понервничать. И от вашего партнера, бубнового короля, вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Что будет в будущем? Червовая дама к вам со своими любезностями. Будет у вас с ней встреча, свидание. И также у вас свидание с вашим партнером, королем Бубновым. Вы к нему со своими любезностями, к вашему королю. Также здесь ваш партнер, король Бубновый, к вам со своими хлопотами, со своими надеждами и чаяниями в будущем. И также здесь опять же червовая дама. И у вас будет с ней опять встреча, свидание с этой самой червовой дамой. Вот что-то на этой недельке прям тесно у вас переплетены все дороги и разговоры, встречи с этой самой червовой дамой. Вот опять же, да, если она практик эзотерик, или, может быть, здесь выпадает то, что вы, например, увлекаетесь и смотрите расклады на ютубе, и смотрите их довольно часто. Вот карты могли бы это сейчас отобразить. И основная линия недельки у вас в ранней дороге будет у вас разговор с вашим партнером, королем Бубновым. И хлопоты. Также здесь дама червовой к вам, и через ее хлопоты будет у вас дама червовой некий разговор. Итак, для вас, вы, ваши любезности, ваш интерес и какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, который вы получили. Для дома дама червовая в ранней дороге, ее хлопоты, и также ваш партнер, король Бубновый, тоже в ранней дороге. На сердце вы содержите себя, свой собственный дом, и почему-то переживаете, прям радеете за себя. И также тут может быть вполне некая такая плаксивость и плохое самочувствие. Такие какие-то депрессивные нотки, знаете, сильные такие глубокие переживания. Что было? Был некий казенный король, был у вас с ним разговор. И также у вас был разговор с вашим партнером, королем Бубновым, через ваши хлопоты. Что будет? Вот смотрите, вот здесь какой-то будет большой, крупный разговор, такой непростой разговор, где-то даже разговор-скандал. И в этом разговоре-скандале вы получите какие-то новости, какие-то известия для себя, какие-то открытия, видимо. Либо, если, опять же, да, это практик и эзотерик вот здесь, то, как я уже говорила, через ее работу, через ее практики, всякого рода, то тут тоже можете вы получить какие-то новости, известия. Вот как я уже и говорила, да, если вы, например, гадаете, часто смотрите YouTube-каналы, то здесь вполне может быть, что вы какие-то новости для себя узнаете именно в гаданиях.
На пороге, что будет вот-вот. Ваш партнер король бубновый к вам со своими любезностями и дама червовая к вам со своими чаяниями и надеждами в ранней дороге. Успокаивайтесь, вы дамой червовой. Вот такой у нас вышел вариант для двоечек. Я вам желаю, дорогие мои, всего самого хорошего. Самое главное, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. Берегите себя. С вами была Астарта Сантия. Я всех благодарю и прощаюсь. Переходим к троечкам. Итак, троечки, смотрим вас. Партнером я вам назначила короля трифового. И заходите вы в период с хлопотами вашего партнера короля трифового и с хлопотами бубновой масти. Вот смотрите, выпали и король, и королева. Вот здесь это может быть кто угодно. Либо это разные люди, просто там коллеги по работе, друзья, либо это могут быть какие-то родственники, какая-нибудь супружеская чета, родители, там тети, дяди, брат, сестра, ну, в общем, кто угодно. И это супружеская чета, либо какие-то родственники, да, мужчины и женщины, они вас прям раздражают и злят. И к вам они все равно со своими хлопотами, видимо, с некими, знаете, такими нравоучениями к вам, что вас, конечно же, раздражает. Также в ранней дороге хлопотали вы за своего партнера короля трифового. Итак, на сердце вы содержите своего партнера короля трифового, под сердцем саму себя. Также злость у вас и раздражение на бубновую масть, на даму и на короля бубнового. Прямо злитесь вы. Скорее всего, все-таки я права, это были некие нравоучения, потому что тут выпала у нас дальняя дорога. Видимо, что-то они такого сказали, либо сделали, связанное с будущим, либо с дальней поездкой, что вас злит и раздражает, и вы прям до сих пор как-то вот злитесь на них. В ногах у вас некий казенный король, свидание с ним, и в этом свидании вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, связанный с вами. Интерес ваш. В прошлое что было? Хлопоты этого бубнового короля, да, кто это, решать вам. Кстати, если это третье лицо в отношениях, то это вполне может быть он. И если таковой есть, я думаю, вы об этом точно наверняка знаете, то вот здесь вполне возможно, что вы злитесь на него, на свидание с ним и на ваше будущее с ним. Вот злость и раздражение. И вот здесь, смотрите, да, этот казенный король к вам со своими хлопотами в прошлом, и ваш партнер, король трифовый, тоже собственной персоной. Также здесь в прошлом что было? Король бубновый к вам со своими любезностями. И вы в ранней дороге со своими чаяниями и надеждами к этому королю бубновому. Вот, это было в прошлом. Что будет? Переживать вы будете за хлопоты вашего партнера, короля трифового, но его хлопоты вас вы и переживаете, и в то же время очень сильно на него злитесь, на вашего партнера короля трифового. Будет у вас разговор с вашим партнером королем трифовым, и он к вам со своими любезностями, и скорее всего разговор будет такой достаточно приятный. И что будет еще? Свидание с вашим партнером королем трифовым, и тут король бубновый к вам тоже со своим интересом. Также здесь от короля трифового вы можете получить какую-то крупную сумму денег, он может вам дать какие-то денежки. И основная линия недельки, смотрите, получите вы через чаяние и надежды вашего короля трифового какие-то новости, будете, видимо, эти новости обсуждать. И также здесь у вас король бубновый, будет у вас с ним разговор, и он к вам со своими чаяниями и надеждами. Итак, для вас разговор с вашим партнером королем бубновым разговор это будет связан с будущим, с какой-то дальней дорогой. И также ближе к концу недельки в дальней дороге у вас будет встреча, свидание с королем бубновым. Для дома ваш партнер король трифовый, тот самый некий бубновый король к вам со своими чаяниями и надеждами, и вы к нему достаточно благородно и благосклонно относитесь к этому королю бубновому. Это первое. Второе, тут же может быть в вашем доме какой-то казенный король. Ну, это адвокат, врач, юрист и так далее и тому подобное. На сердце вы содержите себя и вашего партнера короля трифового. Какую-то совместную раннюю дорогу. Скорее всего, планируете просто с ним куда-то поехать. И к этой ранней дороге вы с каким-то прям большим интересом своим. И на сердце вы содержите эту дорогу и переживаете.
Что было? Король бубновый к вам со своими хлопотами, и ваш партнер, король трефовый, тоже к вам со своими хлопотами. Что будет? В ранней дороге у вас будет свидание с королем бубновым и также свидание с вашим партнером, королем трефовым. И вы к своему королю со своими чаяниями и надеждами. Что будет на пороге вот-вот? Свидание через интерес короля бубнового, и король бубновый к вам тоже со своими любезностями. Вот король бубновый, все-таки я тут склоняюсь к тому, что это вполне может быть третье лицо в отношениях. И вот здесь вот на пороге он к вам будет и со своим интересом, со своими любезностями. Тут могут быть и комплименты, и подарки, и постоянное внимание от него, какие-то смс, звонки и так далее и тому подобное. И также на пороге можете получить какие-то денежки. Как я уже говорила в прошлой раскладочке, да, ваш партнер король трефовый вполне может вам какие-то дать денежки, и мелкие, и крупные суммы. Успокаиваетесь вы какими-то переживаниями. Уточнила тоже, господи, прошу прощения, уже заикаюсь, заговариваюсь. Переживания эти связаны с разговором с королем бубновым. Вот такой у нас вышел вариант для всех тех, кто выбрал цифру 3 и даму червовую. Я вас всех поздравляю с наступлением весны. Желаю вам всего самого наилучшего. Будьте здоровы, самое главное, берегите, любите, балуйте, цените, радуйте. Вот все, что хотите для себя, все делайте. Любите, самое главное, себя. Пусть ваша жизнь будет прекрасной и чудесной. Самое главное, гармоничной, легкой. И пусть исполняются, конечно, все ваши мечты. С вами была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. И прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем пока-пока.